С размером листа бумаги всего 32 сантиметра маленький Мухаммад родился 9 мая в день Великой Победы. Весил 540 грамм, и, возможно, символичный праздник помог ему выиграть непростую борьбу за жизнь. 6 месяцев ребенка выхаживала целая группа медиков. Это был огромный труд специалистов, которые учили малыша видеть, развиваться, набирать вес и дышать самостоятельно вне матери. Танзила Арсельгова до сих пор не может поверить, что уже скоро заберет своего ребенка домой. Сейчас, конечно, сложно представить, что Мухаммад был настолько крошечным. Испугалась, конечно, но потом привыкла к ребенку, ходила в реанимацию, утром вечером стабильно. Думали, что 4 килограмма так? Нет, конечно, не думала. Были тяжелые моменты, были тяжелые времена, но не думала, конечно, что мы до 4 килограмм дотянем. Алхамдулиллах, дотянули, выхаживали. Конечно, я хочу поблагодарить всех врачей. Спасибо огромное реанимации отделение патологии, спасибо огромное. Дома ждут вас? Конечно, да. С нетерпением ждут, конечно. Дети, рожденные раньше положенного срока с экстремально низкой массой тела, как правило, имеют проблемы с системой организма. Мухаммад за 180 дней своей жизни успел побывать во всех отделениях перинатального центра. Беременность мамы протекала тяжело. За здоровье ребенка врачи взялись еще задолго до его рождения, когда Танзила Арсельгова встала на учет. Подключились доктора отделения патологии беременных, где женщина находилась, готовилась к родам. Пытались выиграть время для того, чтобы подготовить как можно лучше легкие, для того, чтобы ребенок находился к неутробной жизни, так скажем. Затем был очень тяжелый этап, это отделение реанимации новорожденных, где доктора на самом деле буквально боролись за жизнь ребенка. Это очень, вы понимаете, это очень сложно, 540 грамм, это очень маловесная, экстремально низкая масса тела. Словом, самый тяжелый период жизни ребенка пришелся на врачей детской реанимации, где Мухаммад провел 120 дней и затем попал в руки неонатологов. Когда ребенок еще не самостоятельно дышал, когда нуждался в респираторной поддержке. Затем очень долго здесь, даже в отделении, ребенок находился на дотации кислорода. Это особенность этих детей с таким весом, с таким сроком гестации. Ежегодно в России больше 100 тысяч детей рождаются раньше положенного срока. Врачи называют это важнейшей медико-социальной проблемой. Сегодня условия в перинатальном центре позволяют ранних пташек готовить к нормальной, здоровой жизни. В каждой палате отделения стоит вот такой современный кувет. Здесь, как правило, лежат дети, которые родились экстремально низкой массой тела. Здесь строго соблюдают правила 3 Т: тихо, тепло и темно. Температура и влажность воздуха максимально приближены к естественному, то есть малыш чувствует себя в животе мамы. Экстремально низкая масса тела. Дети, которые у нас родились, на данный момент в отделении находится 3 еще деток, выписка которых еще предстоит, с ними еще долго работа предстоит. Ребенок, который родился 990 граммов, есть ребенок, который родился 997 граммов. Каждый месяц из отделения патологии выписывают 80 детей, из них 30-35 малышей родились раньше положенного срока. Сегодня домой отправляется и наш герой. Мухаммад за эти месяцы стал родным всему медицинскому персоналу. Выхаживали его долго, трудно, но он показал себя очень мужественным человечком маленьким. Он боролся, он тянулся к жизни, он помогал врачам справиться со своими заболеваниями. Малыша встречают тетя и двоюродные сестры, а дома ждут родные и близкие. Ой, да я, по мне разве не видно, что я рада? И долго ждали? Долго. Маленький Мухаммад в руки медиков попал с весом 540 грамм. Сегодня уже выписывают настоящего богатыря с весом 4 килограмма. Все от себя зависящее медики уже сделали. Дальше дело остается за мамой, папой, братьями и сестрами маленького Мухаммада. Рина Цичоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.